пунктом визита спикера Ингушского парламента стал Северокавказский институт повышения квалификации сотрудников МВД, филиал Краснодарского университета МВД. Сегодня здесь открывают новое общежитие в рамках 85-летия самого вуза. Зелимхан Евлоев вместе с главой Кабардино-Балкарской республики в сопровождении других гостей осмотрели новый корпус и оценили условия, созданные для студентов. Лифт сейчас работает. Сколько этажей? 5 этажей. Уже в актовом зале на пленарном заседании говорят о значимости вуза, в котором обучается немало ингушских студентов. Отсюда они выходят первоклассными специалистами, отметил Зелимхан Евлоев. По мнению спикера Ингушского парламента, именно работникам МВД нужно повышать квалификацию регулярно, ведь именно от этих людей зачастую зависит жизни и спокойствие граждан. Благодаря деятельности института удается существенно повысить уровень подготовленности сотрудников, совершенствование методов работы сотрудников, а также воспользоваться научно-методическими материалами, разработанными институтом. Уверен, что указанные меры значительно повышают эффективность деятельности органов внутренних дел. Багаж знаний выпускников – результат труда педагогов, а в этом учебном заведении собран самый лучший преподавательский состав, отмечает Зелимхан Евлоев. Лучших из них сегодня награждают грамотами от главы и парламента Ингушетии. Цель визита народных избранников Ингушетии в соседний регион – обсудить все вопросы перед заключением договора о взаимодействии между парламентами. Такую инициативу полностью поддерживают обе стороны. По мнению председателя законодательного органа КБР, парламентарии регионов России должны сотрудничать и обмениваться опытом, выстраивая тем самым работу Заксобраний. Очень важно не только принятие законов, но самое главное – контроль за реализацией, за правоприменением законодательства. Я думаю, этот опыт для нас очень интересен. Друг друга. Поэтому здесь должны взаимодействовать не только, например, на уровне руководителей законодательных собраний. Здесь очень важно, чтобы взаимодействие происходило на уровне и профильных комитетов, и членов комитетов этих, и вообще депутатского корпуса, возможно, даже и фракций. Само подписание соглашения между законодательными органами двух регионов планируется после парламентских каникул. Стороны встретятся уже в нашей республике. Сентябрь, мы, когда выйдем уже с каникул, свяжутся два руководителя аппарата, мы с вами давайте определим, решим. Где мы будем это делать, Значит, как мы будем. Учитывая, что все мероприятия проходят в Кабардино-Балкарии, всегда вы всех принимаете, радужно, да, как хорошие хозяева. Как и впрочем, мы, в принципе, приглашаем вас к себе. Татьяна Егорова приняла гостей как истинная хозяйка, а после устроила небольшую экскурсию по зданию парламента, показав малый и большой зал заседаний. Речь также зашла и о структуре работы парламентария. Во многом система рассмотрения принятия законов и работа комитетов оказались схожими. Мы проводим пленарное заседание один раз в месяц, конец месяца. Скажу, что 90% мы успеваем сроки, которые там оговорены. Но учитывая, что они тоже там так вот быстро не рассматривают, и законопроект мы бывает, их мало очень, 90%, но бывает процент 10, мы несколько дней опаздываем. Да, несколько дней мы опаздываем. Но я думаю, что это все равно лучше рассмотреть, ответить на становление. У нас тоже так же. Затронули коллеги-законодатели и вопрос работы Северокавказской парламентской ассоциации. Обе стороны сошлись во мнении, что работу ведомства необходимо активизировать. Это возможность внесения консолидированных инициатив, которые, почему нам это важно? Сегодня, когда мы обсуждаем инициативы, нам проще это сделать в рамках СКПА, потому что у нас проблемы практически одни и те же. Но желательно и расширять наше взаимодействие с другими федеральными округами, потому что вот когда мы вносим инициативы в Государственную Думу, нам очень важна поддержка и других субъектов. Я думаю, обязательно нужно возобновлять работу. Ваше мнение по этому поводу? Значит, конечно же, СКПА работал, но работает, может быть, не так активно, как должен был бы работать. Но мы, как члены СКПА, говорим, что эта работа должна быть возобновлена. И, конечно же, может быть, нам и не нужно выходить и из Южно-Российской парламентской ассоциации, хотя бы оставаться ассоциированными членами Южно-Российской парламентской ассоциации. Вот эти Северный Кавказ – это не только 7 субъектов, которые входят в СКПА, так называемые, но и Ростов, и Краснодарский край,
и Калмыкия, и Волгоград, и сейчас вот у нас присоединился и Крым, Севастополь, для того, чтобы мы и поддерживали друг друга. Большое внимание уделено и вопросу взаимодействия молодежи регионов. На этой неделе в Ингушетии состоялось первое заседание нового созыва молодежного парламента. Представители Кабардино-Балкарии приняли в нем участие, что говорит о хороших взаимоотношениях между молодыми депутатами. В итоге, как отметили парламентарии, впереди огромный фронт работ, знакомства и обмен опытом с коллегами. Индира Манкиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.